Друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Мы снова с мастером своего дела Яном Васильевым готовы показать интересный мастер-класс. Кстати, в одном из прошлых выпусков вы можете посмотреть, Ян показал, как сделать настенную вазу. Да, с подсветкой, очень красивая, очень дизайнерская такая идея, которую, в принципе, может выполнить любой желающий. Да? Ну а сегодня, как и говорил Ян, он за экологичность, за экологию, да, использует в своих... За эстетику. Да, за эстетику. В своих работах использует какие-то натуральные, вещи, детали. И сегодня это вот мы видим кусок дерева, да? Да, дерево. Да. Что это будет? Интересно. Это породу древесины не знаю, но это я нашел на берегу, она сухая. У нас в Якутии на берегу очень много сухих таких деревьев поломанных, да? Я оттуда брал, да, отпилил. Это Вот у нас будущий светильник. Да, светильник. Основа вот, будущего светильника. Так. Да. Каков процесс? Так, начинаем, да? Так, мы чуть-чуть отойду. сперва сверло Форстнера, да, сверливаем. У нас отверстие под нашу лампу. Здесь будет наша лампа, да? Вот, берем, делаем маркером отметку и сверливаем. Вот. Ну, в принципе, все. Так, это мы примерно сколько сантиметров? Это можно и на больше сделать, да? Вот. Ну, где-то сантиметрик у нас, да, по-моему? Можно и насквозь сделать, да? Ну, мы попробуем еще поглубже, потому что наш шуруповерт не мощный. Можно дрелью. В принципе, насколько возможно, да? Да, насколько возможно. На 3 можно, на 4 можно, да? Так. И сверлим основное отверстие под провод. По центру, да? По центру сверлим отверстие под провод. Пробиваем насквозь. Так. Таким образом мы берем наш патрон и тоже такое приспособление. Да? Тоже, это провод, тоже вилкой. Продается Планета Электро под бронзу, да? Расцветка бронза. Мы так задеваем здесь наш провод, как нитку. Продеваем. Да, продеваем. И здесь есть специальные отверстия. Вот. В это отверстие тоже мы вставляем. Просто. Оп, она захватывает. Это очень просто. Там тоже нету правил. Плюс-минус, да? Вот, делаем. И вот здесь так продеваем. И для этого нам наш незаменимый помощник. Тоже, опять же, наш термоклей. Это задеваем. Чтобы патрон держался, да? Да, чтобы патрон держался. Вот. Прикручиваем лампу и проверяем. Ну, желательно нам теплый цвет. Подойдет под этот стиль, да? И обязательно надо купить лампу энергосберегающую LED, да? LED-лампа, потому что лампа накаливания, она горячая. Что небезопасно, да? Да, небезопасно. И может повредить наш плафон. В то времени наш клей нет, пока
пришло время. Угу. Все. Уже работает. По кругу Ага. делаем Отверстие, да? Да, по кругу отверстие. И отсюда тянем, отсюда продавливаем. Вот все. Угу. И она отсюда никуда не денется. Можно здесь просто в некоторых местах можно соединить, да? Вот. Так. Вот. Теперь второй этап у нас берем сверло. Сверло. Где-то сверло на 6 или 5. 5,5 или 6. Берем сверло, и у нас есть такое. Это название, из нее делают кашпо ротанговый, да? Она как пластик, да? Она как пластик. Вот. Берем наше сверло и сверливаем 2 отверстия. Вот так лучше. Раз отверстие. Так, параллельно, да? Да, параллельно. Там здесь аккуратность в принципе не обязательно. Берем вот так. Так. И вот так. Это будет служить для нас плафоном, да? И обязательно где-то на 3-4 сантиметра берем больше. И его отрезаем. Она очень отлично режется. И продеваем. Вот. И уже идем дальше, да? Это второе отверстие. Там глубина тоже можно и насквозь, можно где-то 3-2 сантиметра, да? И вот дизайн зависит от наклона. Раз. Тут уже побольше, да? Да, уже побольше, чтобы наша можем ставить лампу примерно, чтобы она вместилась, да? Вот. Уже нормально. Берем тоже на 3 сантиметра побольше и отрезаем. Мне вот что интересно, что и на прошлом мастер-классе, да, Ян показывал настенную вазу. И когда вот не знаешь, что в итоге получится. То есть такой процесс интересный, да. Интригующий, да? Да. Сразу не раскладывает все карты, а вот постепенно показывает. Именно интерес в этом, да? Если будешь узнать концовку, то не будет интересно, да? Как и в фильмах. Поэтому, наши дорогие телезрители, оставайтесь, не переключайтесь. А вот как пришла идея? Это же тоже ваша идея, да? Да, ага. Как вот придумали? Нет, я не придумал, а я посмотрел, да, это примерно. Подсмотрели где-то. Посмотрел, да, случайно, да. И, ну, хотелось повторить. Ну, она не такая, там дизайн не ограниченный, я так подумал. Да, можно хоть. Но все равно под себя как-то что-то, да? Да. Всегда человек делает все под себя. Вот вставляем вторую и смотрим, да? Ну, уже выглядит интересно, да?
Да, разница небольшая. Можно вот так оставить. Берем, смотрим. Мгм. Вот так. Если можно, я делаю на глаз, Мгм. можно вот делать. Ну, как Всё. отмечать, да? Отмечать. Делать метки. Да, делать Ага. метки перед каждым сверлением. Вот. Это похоже на какое-то сооружение, да? Древнее, да? Здесь такое. Мгм. Мгм. Так. Где-то может быть вот такая свободная, да? Мгм. В таких моментах мы просто делаем отсюда, если оно насквозь прошло. Подклеить, Да, да? подклеить. Тоже? Да, или прямо отсюда подклеить. Всегда страхуемся. Да, всегда страхуемся, чтобы в конечном итоге не ломалось. Мгм. Ну да, наверное, качество все-таки Да, здесь важно. ну, качество, да, везде важно, да? И в машине, и даже качество разговора, да? Ага. Вот, качество в людях. Поэтому надо быть качественным человеком, да? Раз. Они будут по всей длине, да? Нет, это можно хоть можно здесь Ага, так хоть сделать, как. да? Ну, то Да, есть, хоть опять-таки, как, да. фантазия Да, человека. Это фантазия человека. Вот. Делаешь вот так. И вот так примерно. На 4 сантиметра отметки, да? Вот. Ну, сразу, когда человек будет делать, он сразу почувствует, да? Как делать, что к чему, да? Вот. Если не отсверлить и здесь отрезать чуть косо. Мгм. И она влезет. Вот. Вот, каркас плафона у нас готов. Сейчас мы будем делать сам плафон. Для этого нам потребуется такая бумага картонная, да? Картонная бумага. И мы будем его мять. Она должна быть такая мягкая. Чем мятая, тем лучше. Так. ПВА-клей обычный, да? ПВА-клей. Мы уже не боясь можем здесь наливать ПВА. Так, тюбик клея ПВА нам Да, обычного. понадобился. Да, это во всех канцелярских магазинах продается. Так. Тюбик клея ПВА. И мы делаем основу, да? Основу. Вот просто примерно берем, как она будет выглядеть. Вот. И отрезаем на такие вот небольшие части, да? Папье-маше делали, да? Да. Да.
Принцип папье-маше. Мгм. Вот. Клеем мажем. Мажем клеем. Да. Ну, такой очень увлекательный процесс. Так. Мне нравится. Вот этот процесс. Вообще не представляю, что вы делаете. Да. Ага. Но в конце мы увидим, да, что из этого получилось, да? Клей, побольше клея. Раз. Два. Три. 4. И там, где достает, там и клеим. Вот. Берем миску. Ну, можно и даже без миски, да? Вот. Мажем клей. И фиксируем. Ассоциируется это у меня с костями, да? С бивнями, да? Да. Так. Можем где-то отрезать или не отрезать. Можно вообще сделать мелкими частичками, да? Деталями. Раз. Два. Приклеиваем. И вот здесь, да? Вот здесь у нас такой момент. Тоже мы будем здесь клеить. Будем клеить по контуру. Вот. Ожидание, реальность. Ожидание и ожидание. Бывает же, когда будешь, бывает лучше, да, чем ожидаешь. Конечно. Да. Вот, прикрепили. И идем дальше так по кругу. Ага. Она должна Полностью, да? полностью Перекрыть. перекрыть все полностью. Вот, мастер-класс мы закончили. Вот конечный вариант нашего светильника. Ага. В чем вот это вот замысел? Что это? Или это можно по-разному как-то интерпретировать? Кто как понимает, да? Ага. Для вас вот. Мое видение это вот, от наших предков, да, пещера. Вот, и внутри первобытное, да, время. Внутри пещеры светло и тепло, да? Можем так, включить. ну и самая фишечка, да? Вот. Вот такой мягкий свет получился у нас. Да? Вот. Внутри лампа. Можно еще добавить сюда, вот как вы говорили, человечков, да? Да. Ага, поставить, можно дополнить. Можно его повесить на стену. Можно так повесить, да, как угодно. Можно так просто поставить, как экспонатные, да? Да. Подобрать к своему интерьеру, да? Да. На стол красиво так. Да. Вот и все. Что? Все? Ян, я хочу вас поблагодарить за такие интересные, необычные мастер-классы, которые в нашей программе, ну, впервые, да, проводятся. Ну, а вам хочу пожелать постоянного вдохновения, Спасибо. новых творческих идей вам. Благодарен. И их реализации, да? Думаю, мы с вами еще не раз увидимся, потому что идей, я думаю, у вас достаточно, да, с которыми вы готовы делиться с
людьми, с массой, с якутянами. С якутянами и со всеми. Что бы вы желающими. пожелали, может быть, нашим телезрителям? Я хотел бы пожелать всем здоровья, успехов, чтобы всем было светло и тепло, да? Как от нашей сегодняшней работы, да? Ну а мы с вами, дорогие телезрители, прощаемся до следующих выпусков нашей программы. Оставайтесь на нашем телеканале.